Сегодня Юнусбек Евкуров провел заседание межведомственной рабочей группы по снижению задолженности за энергоресурсы и декриминализации топливно-энергетического комплекса в республике. Помимо членов рабочей группы и правительства Ингушетии, в заседании приняли участие заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Владимир Кузнецов, помощники министра по делам Северного Кавказа Вячеслав Песков и Сергей Прокопов, а также главы всех муниципальных образований в республике. По данным правительства, по всем категориям потребителей наблюдается превышение сборов платежей от контрольных параметров. Здесь республика в так называемой «зеленой зоне». Больше всего за услуги ЖКХ задолжали сельские поселения Назрановского района. Самые низкие показатели по оплате за газоснабжение в первом квартале 2018 года в Яндере и Икажево, а также в Магасе. Глава региона отметил, что работа, которая проводится в масштабах республики, по исполнению всех пунктов дорожной карты в некоторых вопросах на позитиве, но при работе с населением не достигли должного уровня. Докладывает, что там 30, 40, 50, 60% села там не платят. А почему не отключаете? Почему не отключаете? Почему меры не принимаете? Здесь ответов нет. Опять же, уже говорили, там большое количество существующих адресов, списков, эти тоже факты уже есть. Если эти примеры надо более подробно, пойдем всем направлениям, потому что прокуратура это все подавать. Те же квартирные дома. Тысячи причин придумают, чтобы не привести их в соответствие по-современному. Не ставят современное оборудование. Не платит там квартира номер 5. Почему во всех регионах эта возможность есть отключить дистанционно все? Почему вы не можете дом отключить? А там трое платят, а 85 не платят. Вот из-за троих мы не можем отключать. А зачем мы должны троих отключать? Отключите 85. А мы не можем. Мы только можем краник на входе перекрыть или не перекрыть. Кому это выгодно? Почему везде по-другому, а у нас так? Не только, я думаю, что в республике, там в целом по округу. Значит, кому-то это надо. Здесь тоже непонятно, кто здесь должен отвечать и кто должен делать. В ходе заседания глава республики отметил, что в каждом населенном пункте необходимо создать межведомственные рабочие группы, которые на совещаниях в правительстве будут обсуждать проблемы своих участков, пути их решения. Также Юнусбек Евкуров поручил поднять все протокольные поручения по ТЭК Ингушетии и доложить об их исполнении. Надо всем вместе работать. И я уверен, что вы не справитесь без местных органов власти, муниципальных властей, сельских поселений, руководителей. Но они тоже без вас не справятся, это уж точно. Понятно, что мы с себя ответственность не снимаем, но тем не менее контроль исполнения дорожной карты, кроме как местных органов властей, ресурсоснабжающие не хотят в этом участвовать, не хотят в этом работать. Но нам надо это каким-то образом уже озвучить и какие-то меры там принимать. В том числе, как вариант, как предложение, здесь я просил там, у себя там зафиксировать, если мы ежеквартально проводим правкомиссию с участием, то давайте ежемесячно, или там, не знаю, там, один раз в 3 месяца, или 2 раза в 3 месяца, там, как-то сформулировать там совещание, оценивать деятельность территориальных руководителей, чтобы их начальники принимали решения. И их тоже заслушать, какие им установки даны и почему они эту дорожную карту не соблюдают.